Лыжи, как известно, появились почти в то же время, что и колесо, и с тех пор прочно обосновались в нашей жизни. Многим людям при этом кажется, что лыжная трасса – это некая тропинка в лесу, накатанная ногами самих лыжников. Но на самом деле это не так. Лыжная трасса – это спортивное сооружение, которое требует создания, поддержания и подготовки. Первым, самым важным и необходимым оборудованием для подготовки современной лыжной трассы и биатлонного стадиона является снегоуплотняющая машина или в простонародье ратрак. Чтобы посмотреть, как ратрак готовит трассу для беговых лыж и биатлона, мы посетили центр подготовки лыжников в городе Алдан. Мы приобрели наш ретрак Принет Хаски итальянской фирмы для того, чтобы прокладывать трассу для беговых лыж и биатлона. Машина выпуска 2012 года, она очень удобно используется для прокладки так и лыжных трасс и горнолыжных трасс. Мы ее приобрели для того, чтобы у нас трассы были более современными, отвечающими всем стандартам международным, и для того, чтобы впредь проводить международные соревнования на нашем лыжном центре. Лыжные трассы делаются с помощью вот такой вот машины. В России ее называют ратрак. Вот, по-английски она называется Snow Groomer, что переводится, снежная машина, в общем, машина для подготовки стадионов, биатлонных комплексов, для изготовления лыжни. Вот, собственно, вот эта машина укомплектована устройствами для как раз прокладывания лыжни, которые соответствуют мировым стандартам для проведения соревнований. Ратрак – специальная снегоуплотительная машина на гусеничном ходу. Отличительной чертой ратраков являются очень широкие гусеницы, делающие возможным передвижение по снежному склону с большим наклоном. Также ратрак обычно оснащен приспособлениями для разбивки слежавшегося снега, передним отвалом и задней насадкой с лыжепрокладчиками – фрезой. Отвал служит для того, чтобы задать основную структуру поверхности трассы. То есть, когда выпадает снег или какие-то сугробы, с помощью отвала оператор машины разгребает все эти сугробы, разравнивает трассу, делает ее ровной. Вот. Потом уже подключается вторым заходом работа с помощью фрезы. Это отдельное устройство такое. В общем-то, машина это и создана ради вот этой вот насадки, которая делает основную работу. После того, как основная поверхность заложена, происходит финишная обработка. Барабан вращается, делая снег однородным и превращая его в мелкую фракцию. Снег прижимается и придавливается, а лыжепрокатчики делают лыжню. В результате получается ровная, утрамбованная полоса с лыжней, по которой уже можно кататься. Собственно, вот эта вот насадка, которая называется фреза, является основным конструктивным элементом машины. Значит, что здесь можно увидеть? Вот барабан вот этот, он приводится во вращение гидромоторами. Привод здесь гидравлический. Достаточно сложная система. За счет этого вращения снег, то есть разные фракции снега превращаются в одну монолитную составляющую. Потом этот снег уплотняется вот этими финишерами, так называемыми. Такие продольные желобки. Вот, то есть получается после него такая вот ровненькая дорога. Вот сзади здесь закреплены лыжепрокладчики. Здесь их два. Собственно, они тоже приводятся в движение гидроцилиндром, прижимаются. И за счет прижима получается лыжня. Лыжепрокладчики прикрепляются к ратраку сзади и выдавливают лыжню идеальной формы и плотности. Система лыжепрокладчиков подвижна.
Ведь трасса непостоянна и имеет рельеф, бугры и перепады. Подвижная система за счет шарнирных соединений позволяет плавно описывать эти рельефы, чтобы получилась ровная лыжня без крутых изломов. Шарнирная подвеска фрезы также имеет подвижность и в горизонтальной и вертикальной плоскостях и отлично выглаживает даже трассы с резкими перепадами по вертикали. Механизм заглубления, так называемый, вот такой цилиндрик там. Ну, это, в принципе, рабочий такой механизм. Он нужен для того, чтобы, ну, в зависимости от плотности снега, да, вот здесь, например, пухлый снег, а где-то есть твердый снег. То есть для того, чтобы там пухлый снег перемешать с твердым, то есть нужно выбирать определенный вот этот угол заглубления, для того, чтобы это все качественно перемешивалось и получалась однородная такая вот структура. Фреза выполняет сразу 3 основные функции. Срезает плотную снежную корку, образовавшуюся от тысяч проездов лыжников, перемешивает снег до однородной структуры и разглаживает поверхность, срезая бугры и заполняя впадины снегом. С помощью отвала мы задаем основную структуру стадиона или трассы. Вот, как можно увидеть, отвал снабжен множеством всяких гидроцилиндров. В общем-то, они позволяют делать разные манипуляции отвалом в любых плоскостях, горизонтальных, вертикальных. Вот эти вот уши боковые, они тоже могут открываться, закрываться. Все это множество движений нужно для того, чтобы можно было легко и быстро задавать правильный профиль трассы. Собственно, вот эта вот вся система для этого и придумана. Кабина оператора ратрака изготавливается из легких сплавов. Для правильной центровки машины она слегка вынесена вперед. Из кабины водитель видит больше, чем обычно. Большое лобовое стекло, а также боковые и задние стекла расположены так, что легко можно осмотреть все вокруг. В кабине ратрака сосредоточено вот все управление всеми вот этими органами, отвалом, фрезой. Вот здесь находится штурвал или руль. В общем-то, как в автомобиле практически, влево, вправо. Это для движения машины, соответственно. Здесь на штурвале находятся регуляторы всякие. Ну, это все для того, чтобы устанавливать оптимальные режимы работы фрезы. Вот здесь находится джойстик. Собственно, этим джойстиком как раз управляется отвал, движение, там, опускание, подъем. Вот тут дополнительные кнопки для включения дополнительных функций там. Здесь на вот этой панели располагаются, ну, в общем, это для задания всяких разных режимов работы фрезы. Ну, в основном фрезы, конечно же, это основной агрегат этой машины. Тут джойстики всякие. Ну, плюс здесь кнопки освещения машины, там поворотники разные, дворники. Ну, в общем, все необходимые органы для того, чтобы можно было комфортно работать. И в вечернее время достаточно хороший свет здесь. В общем, все здесь предусмотрено для этого. Ну, фароискатель тут тоже установлен. Это если в ночное время там нужно где-то посветить в какое-то место сложное. Гусеничные ленты. С помощью гусеничных лент происходит движение машины. Вот сзади находится приводная звезда. Она тоже приводится во вращение за счет гидромотора. Она вращается, приводит во вращение гусеницу, машина едет. Но движение машины – это не единственная функция гусеничных лент. На гусеницах есть траки, которые имеют определенную форму, чтобы врубаться в снег и эффективно за него зацепляться. Помимо этого, они дополнительно перемалывают снег и подготавливают его для фрезы. Фреза — это как бы финишная уже обработка. А вот гусеницы, они тоже вот крупные такие куски как бы снега разбивают. У них вот эти края достаточно острые,
сделаны из твердосплавного металла. Вот они приклепаны. Вот. Это вот как раз нужно для того, чтобы рубить наст, допустим. Снег выпал, там подмерзло, наст образовался. И вот они разрубают этот наст. И уже снег, он такой более подготовленный для обработки, для последующей обработки с помощью фрезы. То есть вот эта гусеница, она тоже участвует в работе. В общем, все вот эти вот агрегаты и механизмы, они все вместе обрабатывают вот этот снег. Каждый узел, он выполняет вот свою такую функцию. Я как директор Центра подготовки лыжников очень доволен, что мы приобрели такую современную машину для подготовки лыжни